взять экземпляр. Но я составил то, которое есть. Подпишите, кто желает, и могу такой же дать. Как говорится, надо писать надо все время, коллективные письма полезны. Вот, и писать можно непрерывно по мере добавления подписимого подавать чиновникам. Значит, до того, как я тогда тут говорил, вот интересно насчет процесса принятия решений, влияния и т.д., значит, я хочу вкратце просуммировать то, что товарищ говорил. Значит, надо понимать хорошую вещь. Значит, в мире противостояние интересов происходит, экономически. Это не противостояние идеологии. Противостояние экономических жизненных интересов. Просто вот наш жизненный интерес, мы его понимаем, это благо нашей страны, нашей Родины, мы хотим, чтобы были семьи, хотим, чтобы были дети. Вот такой интерес. У кого-то главный интерес это стяжательство, и он готов продавать интересы страны. Значит, давайте посмотрим. Вот есть, условно говоря, чиновники. Да? На них, с одной стороны, все возможные давления путем бонусов, карьерного роста, чиновники в самом общем виде, включая весь корпоративный метаэстаблишмент, от зарубежных фондов, так, за рубежи, бабки, карьерный рост, поездочки, всякое такое, принимайте соответствующие документы, давайте легитимацию вмешательству НССР в стране, действуйте по ВОЗ. Вот мы сейчас про НКВ будем говорить, да? И они потихоньку, собственно говоря, проводят деструкцию того общества, которое мы хотим видеть. Традиционным, грубо говоря, таким, как должно было бы быть социалистическое общество, в значительной степени было, плюс, естественно, наши традиционные конфессии. Это, собственно, наш путь, белорусский путь, который четко, очень грамотно, блестяще, считаю, политологический труд даже, выступление главы нашего государства в марте 2003 года на заседании идеологических работников республиканцев. Так, а вот это все действует против этого. Что мы можем навстречу? Как мы можем нейтрализовать? Мы должны призывать следовать интересам нашего белорусского государства. На большинства белорусского народа, трудового, реального, так, и, собственно, всенародно избранного президента. Это единственное должностное лицо, которое избирается всенародно. А дальше назначают один другого и рекомендуют один другого. Как мы говорим, как мог Сталин работать с Ежовым? А с кем работать? С Васей от станка? Пока Вася от станка дойдет до руководства наркомата, он уже не будет Вася от станка. Очень многие станут Ежовыми. Поэтому мы должны вот этим делом уравновешивать. Вот это, собственно, вся игра. Тут ни в юридических формулировках, ни в хохмане никаком идет. Мы должны находить рычаги. Грубо говоря, отсюда идут гранты, от нас идет зарплата. То есть чиновник должен видеть. Те, кто платят зарплату, стукнут кулаком по столу, выполняют белорусский национальный интерес. А мы будем ему объяснять, как надо. И должен быть идеологический контроль. Верно? Так, уже у нас убрано, что нету идеологии, убрано уже наш нейтралитет. Собственно, войска союзного государства в настоящий уже момент просто в боевом соприкосновении с силами глобофашизма находятся. Поэтому мы должны требовать возвращения наших белорусских ценностей на нашей белорусской земле. А что пока что происходит? Пожалуйста, полюбуйтесь. Вот, значит, это пишет председатель комиссии, вообще не важно, в какой и кому пишет. Кто захочет, у меня есть несколько экземплярчиков. Так, введение понятий семейных ценностей считаем нецелесообразным. Пожалуйста, вот вам я даю точно. Вот возьмите это дело. Вы должны это видеть. Так, значит, нецелесообразным. Введение понятия семейных ценностей считаем нецелесообразным, поскольку каждой семье свойственна своя совокупность представлений, влияющих на выбор семейных ценностей. Прежде всего, в деятельности подтасовка. Мы говорим о семейных ценностях страны и общества. А вот этот человек, это что, дурак кто-то тут сидит? У нас нет. У нас интеллигентная нация белорусская. У нас не может псака быть там, где псака может там достигать. У нас каждый человек очень хороший человек. Тот, кто это пишет, не идиот. Он преднамеренно манипулирует. Мы говорим о семейных ценностях. Государство и общество, она говорит, каждой семье свои ценности. Может, вместо семьи в законе?
Очень верно. Я сейчас это точнее скажу вашу мысль. Значит, достаточно, что мы подставим семья кого? Например, каждой национал-социалистической семье свойственна своя совокупность, представляете? Каждой укронацистской семье свойственна своя совокупность представлений. Каждой однополой семье свойственна своя совокупность представлений. И каждой трансгендерной семье свойственна своя совокупность представлений. Дальше глупость это, она вот тут у меня выделена, продолжается. Кто захочет экземплярчик, смогу дать. Идем дальше. Значит, у нас действует в стране очень страшный документ, который называется МКБ. Международная классификация болезней. Сейчас уже принимают новую, МКБ-11, мы знаем, да? Где сказано, что половых извращений не бывает. Действительно, это вопрос ценностный. Это ценностный вопрос. Так, но мы сейчас пока поработаем с той МКБ, которая есть. Значит, казалось бы, классификация болезней, чтобы во всем мире однозначно. Вот человек там помер от чего-то, и мы даем ему по классификации. Я вам скажу, например, вот, значит, я прожил 30 лет в таком, значит, государстве, всем известном, но никто совершенно ни хрена не представляет, что там робится. Только когда уже страшные, так сказать, известия о том, что там творит, значит, режим, который на Святой Земле правит, уже как-то люди начали говорить. А так, это когда евреи, блядь, государство, фрейло, песенки 740, да. Какой там страшный, значит, фашистский режим, да. Ну, когда вот уже дошло, что там творилось под коронапсихоз, принудительное ширяние всех и 2 раза, и 3 раза. Ну, одним словом, да. Вот, так там множество смертей пишут причину дом лев. Дом лев это значит остановка сердца. Подождите, это не причина смерти, это результат смерти. Так, там, я знаю, десятки процентов свидетельств о смерти, дом лев, сердце остановилось и все. Ну и как бы хреново, да? Они, у них там классификации нормально, но там внутри вообще закона нет и предела нету. А вот классификация болезней, скажите, от чего сердце остановилось, сказала бы. Нет, МКБ смертовода, Всемирной организации здравоохранения, оно потеряет понятие реальной медицины. Медицина, которая лечит людей. Такой была и наша советская медицина. Традиционная медицина. Да? Вот. Причем я хочу подчеркнуть. Я человек от традиционной медицины. Да? Если я говорю, что псевдовакцины от коронавируса это ни хрена, это не я так придумал. И не потому, что я антиваксер. Потому что вирусолог с мировым именем, полковник Михаил Супотницкий издал книгу, которую люди, имеющие медицинское образование, как я имею, могут от начала до конца прочесть, понять. Даже, может, кто не имеет, может, сначала оно написано как учебник, новейший исследование. Он суммирует именно в чем проблема этих самых коронавирусов. Так, я 2,5 года учился в Минском мединституте. Вот. Я человек национальной советской медицины. Ну, понятно, я не все в ней понимаю, там, страшно активная вакханалия, она противоречит нашим ценностям. Мы бы могли ожидать, что у нас в Беларуси она будет как-то подрезана, наоборот. Так, значит, давайте послушаем. Так. Значит, у нас вот есть МКБ-11, да, значит, гендерные те самые. А между тем, МКБ, который у нас сейчас, простой МКБ, так, вот, диагноз, да, диагноз. Вот это у нас протоколы по акушерству, гинекологии, я их изучу все. Это очень страшный документ. Как решение от всех проблем, это прерывание беременности. От всех проблем. Если женщина очень возражает, тогда находят как бы другие пути. Это вот там как красная нить. Разбираются все патологии, все дела разбираются. И вот, значит, постановка диагноза, вот акушерство гинекологии, это вот еще 2008 год, да, еще по МКБ-11 мы не слышали, предыдущий МКБ. И вот пишут, является инструментом, это их документ, Минздрава, их документ. Вот они сами пишут. Послушайте внимательно, какие страшные слова. Является инструментом унификации оценки здоровья людей всех стран. МКБ преследует основную цель. Воспроизводство здоровья трудовых ресурсов, независимо от социально-экономических условий и духовных ценностей. Но мы, конечно, понимаем, что вот эти силы, которые чиновникам вот это дают, они не хотят, чтобы у нас были отличные трудовые ресурсы. Они хотят, чтобы у нас не было духовных ценностей. Да? И они хотят, чтобы наши социально-экономические условия шли путем деструкции, чтобы выращивали негражданов-потребителей. Вот это все они хотят. Поэтому они говорят о производстве трудовых ресурсов. А чиновье, которое сидит,
Ну, естественно, новое, взросшенное в вузах, где их учат по псевдоучебникам, как, например, политология нашего земляка Баганова, который аж в Москве уже сделал карьеру псевдополитолога, Боротень, который еще в советское время там защитил все, что надо по истории партии. Вот. И у них уже мозги порябаны, что есть Запад, который за права человека, свободу личности, индивидуальную самореализацию. Есть Восток, в котором превалируют общественные интересы и интересы общества. Это, чтобы человек в обществе индивидуально ходил по улице, чтобы его бандюги не загребли, чтобы ребенка не изнасиловали, как пятый ребенок в ЕС изнасилован. Это чей интерес? Личностно-общественный. Бред! И вот те, кому уже мозги порябаны вот этим, они отлично вот такое окупят. А те, кто еще с совкового времени, те, кто как бы поднимали Беларусь 20 лет назад, у них еще вот это совковое начетничество. Трудовые ресурсы, а кто работать будет, если бабы будут рожать, что вот. И что аборты, а работать кто будет. И вот как оно четко тут, маленькая фраза, как оно сюда работает. Отлично мобилизовать все силы чиновья на деструкцию, воспроизводство здоровья трудовых ресурсов, независимо от социально-экономических условий и духовных ценностей. Главное, без духовных ценностей. Это достигается путем стандартизации, гуманитизации всех действий, замещения клинического мышления использованием высокотехнологичного лечебно-диагностического оборудования. Я повторяю, замещение клинического мышления. То есть, грубо говоря, система подготовки врачей, которая была у нас в Советском Союзе, очень правильно, хорошая. Я снова подчеркиваю, да, как бы, так сказать, не надо путать мышей с полезными животными, а дом с мышами, он любой дом с мышами. В Советском Союзе было правильно и хорошо. Социализм — это правильный государственный строй. Готовили правильных, хороших врачей. А теперь замещение клинического мышления. Используем высокотехнологичного лечебно-диагностического оборудования. Поэтому каждый раз, когда мы слышим по телевизору еще высокие технологии, инновации, высокие технологии, верно? Вон у нас что плохого? Ничего плохого. Просто мы должны понимать, что это делается для замещения того, что реально должно обеспечивать нам здоровье. И духовное бывает само по себе, да, само собой вытекает и физическое. Без духовного здоровья физического не бывает. Так? Как было недавно очень хорошее мероприятие в этом году у нас в Минске, там один белорусский ученый читал доклад «Духовная деструкция от гомосексуализма». Она не только духовная, она физическая. Она физическая, товарищи. Не только СПИД престижный, сифилис в различных европейских странах, от половины до 90 носителей сифилиса. Это его центр. Так, то есть здоровье и духовные ценности, они неотделимы вообще никак. Замещение клинического мышления. Единый алгоритм действий позволяет добиться высокого среднестатистического лечебного эффекта, даже без учета индивидуальных особенностей конкретного пациента. Ты лечится болезнь, а не больной. Но мы понимаем, что такое средний эффект. Средняя температура по больнице, в морге холодильник или комнатная температура, пока жмурика туда несут. В инфекционном 40 градусов. И средняя нормально, и больница достигла всех возможных успехов. Вот этот принцип, собственно, да? Эта особенность классификации достаточно сложно воспринимается врачами, использующими этиопатогенетический принцип описания болезни. 2008 год, господа, да, то есть мои как бы сокурсники, тогда все были молодые, да, им тогда было 48-49 лет, так? Да, еще, они еще вот это, как же можно? Это прогресс. Вы медик по образованию? Я 20 минут был учился в мединституте, а потом я эмигрировал в Израиль, потому что я хотел жить по законам моей веры, медбратства и все дела. А? Брат на медицинском? Нет, 20 года Семейного медицинского института. А там что делали в Израиле? За 30 лет человек много чего делает. Но главное, у меня там 8 детей, пока что 10 внуков становится. Так, эта особенность классификации достаточно сложно воспринимается врачами, использующими этиопатогенетический принцип описания болезни. Согласно ему, нарушения состояния здоровья человека рассматриваются как патогенетические звенья единого патологического процесса, в основании которого лежит выявленная врачом первопричина. Краткая запись его патогенеза заболевания является диагнозом.
такой подход к постановке диагноза, который меня учили. 2,5 года это, собственно, вся базовая медицинская подготовка. Дальше просто болезни уже учат от начала до конца. Все, что касается анатомии, нормальной патологической физиологии, нормальной патологической гистологии, нормальной патологической гистологии. Нет предмета патологического. Анатомия, микробиология. Все это, так сказать, я изучил и, слава Богу, получал вот даже деньги, это государственное общественное место. То есть учился хорошо, так. Вот. Значит, лечить больного, а не болезнь. Его осуществление обеспечивает индивидуальный подбор лечения каждому пациенту, но противоречит базису НКВ. Мы все поняли, что такое НКВ. Все поняли. Я это хочу раздать, кто захочет, пожалуйста, читайте, что такое НКВ. Теперь, а вот НКВ-11. Значит, гендерное несоответствие было перенесено из раздела психических расстройств МКВ. Там, если батарейка почты, можно поменять, видите. В раздел состояний, имеющих отношение к сексуальному здоровью. То есть любое извращение – это составляющая сексуального здоровья. Да, вообще извращений нету. Но если уже говорить в медицинском плане, я накопал, как заметил вот товарищ выступавший, так, много интересного. Я провел, наверное, не десятки, а сотни часов в библиотеке Академии наук, всяко интересно изучил на эту тему насчет извращений. У нас уже даже в годы гражданской войны были, значит, тетки, которые, неважно вообще до белых и до красных, там скакали на лошадях, говорили сами мужики, даже без гормонально-хирургического обслуживания трансвестиции, да, и, так сказать, там, тетку в женскую палату, а к ней невеста приходит навестить, где-то в 20-м году, всякое было интересно. Но в энциклопедии советской, первого издания советской энциклопедии, она была очень еще открыта, еще там были пережитки, раннего революционного периода, скидма и т.д., оно очень там вот так это нейтрально описывался гомосексуализм. Дальше уже энциклопедия сталинская, понятно, откровенно говорит, что это извращение. Кстати сказать, поминалось, что зависит от политики режима, что в фашистской Германии не преследовались извращенцы, как сейчас забивают трубку, наоборот. Там написано, были клубы гомосексуалистов, но это не клубы. Было движение немецкое Вандерфёге, откуда вышла вся нацистская верхушка. И они все были извращенцы, которые в детстве, значит, имели в качестве пассивных по греческому образцу, древнегреческому, да, а потом они, так сказать, становились би, как Ежов. Он самостоятельно такой красавец вышел. Теперь, значит, все это изъян. Так вот, той, которая такая нейтральная, в первой было сказано, 5-я часть гомосексуалистов являются абсолютно психически здоровыми людьми. Да, то есть в общем и целом сочетание извращенства сочетается с психическими расстройствами, безусловно, не говоря уже о трансгендеризме. Ну как, решил парень, что ему хозяйство мужское мешает танцевать, он его отрезал, стал девочкой, это снимать фильм. Вот. Гормональное, соответственно, обслуживание. Страшные вещи, да? 5-я часть психически здоровья. Важно помнить, что действительно понятие половых извращений проистекает исключительно из наших абрамических ценностей, из ценностей традиционных конфессий. И в Советском Союзе надо было марксистскую диалектику давать, что все хорошее прогрессивно, Древняя Греция не может быть плохой. Там же такая была наука еще. Поэтому исхитрились издать вот такие мифы Древней Греции без единого слова о мужеложестве и педофилии. Но западные наши, как до недавнего времени говорил Владимир Владимирович, партнеры, да, но мы уже сегодня уже понимаем, что это не партнеры, а немножко другое название. Так, уже по боевому соприкосновению это уже не партнер. Вот. Там дети с детства читали это в нормальном виде, и они сказали, вот это хорошо, а вот эти еврейские штучки нам не надо. Гитлер первый сказал, что все, мы возвращаемся к нашему дохристианскому состоянию, да, до нашей, как в исламе, до исламской называют джигирия, да, мрак. Вот мы к нашей дохристианской джигирии возвращаемся, сказал Гитлер. А спустя пару десятилетий его идеи, собственно, победили в нынешнем Европейском Союзе. И христианские ценности не названы среди источников европейской цивилизации. Правильно, такая у нас сегодня есть. То есть полностью изымается, но не только половые извращения, а вот даже вот это самое, то есть, явно расстройство по всем статьям, среди, так сказать, обычных там
мужеложцев, да, и активных лесбиянок, значит, пятая часть психически нормальная. А среди трансвеститов, наверное, уже будет и не скоро, да. Вот, все это изымается. Это МКВ-11, который бодрым маршем примет сейчас наш белорусский Минздрав. Если мы не встанем на уши, но все остальное не скажем по белорусским ценностям. Это противоречит, потому что оттуда находят, как мы сказали, массу приятных инструментов. Грубо говоря, в этом противостоянии, за кем пойдет вся вот эта пирамида, все вот это чиновье, есть только два инструмента. У этих за межи есть пряник, а за пряником бегут. А у нас, у ценностного гражданского патриотического общества, есть только кнут. Только кнут. Требования придерживаться белорусских ценностей, требования напротив законодательного закрепления. Это тоже решают только все чиновники у нас, а не депутаты. Говорят, со мной хорошо. Да. Вот. Ценности, традиционные ценности, ну, скажем, православного мира в общем, да, так сказать, общесть, да, православного мира, да, кстати, значит, вот видится. И, значит, мы, сказать, иудейские реальные верующие и православные называются одним словом на западных языках. Ортодоксия. Ортодоксия. Так, и вот что нам сообщает Детячий фонд ЮНИСЕФ. Это примерно то же время, как то, что я вам зачитал, вот этот протокол 2008 года. Это тоже где-то лет 10 назад, 12. Так, значит, здоровье матери и ребенка. Великолепный заголовок. Это лежало во всех консультациях, кругом главное, что это линия, это у них в голове, понимаете? С медицинских позиций род является одним из наиболее опасных событий в жизни человека. С медицинских позиций мы же в отрыве от духовных ценностей. Это неправильно, что это в отрыве от духовных ценностей. Они имеют свои ценности, антидуховные. Человек не мал под зоопарке, как вы верно заметили. Национал-социалистическая семья – это не семья Малкина. И это люди, они имеют свои. Но мы говорим не ценности, а антиценности. Антиценности, да? И они насаждаются против родов. Вообще жизнь человека опасна. Процесс приема пищи – это самый опасный прием. От этого все, что хочешь. Отравление, ожирение, запор, понос, головная боль и вообще все, что может быть. Но без приема пищи никак. То же самое детей рожать. Тоже. Ну да, такое. Аборт. А кто вам сказал, что нету от аборта осложнений? Сейчас я приведу данные белорусскими врачами, собранные в 90-е годы у нас еще не было такой четкой трудовой дисциплины, как сейчас. Было очень много, как вот тут верно один из выступавших товарищей отметил, да, что оно с глубины, с начала 90-х годов, вот это вот все сюда, как чесоточный клещ, да, он не глубоко под кожей, но он кругом там. И он кратячит, и мажут его бензилбензатом. Одного не выжили, а он опять там как-то размножился, понимаешь? И вот они кратячат с тех пор это дело, да? Вот. И с другой стороны, немножко больше было свободы действий у людей тоже в разных областях. Значит, вот на какой-то конференции хорошей сделала врач Минска доклад. Значит, говорит, подняла карточки нескольких тысяч. Лично такая подвижническая женщинка белорусская. Да. Ну тогда, вторая половина 90-х годов, было патриотическое общество как бы на подъеме, сейчас отстояли страну, да, когда вокруг вообще что творилось там. Ельцин в Конгрессе клялся, что мы растоптали коммунизм, говорил партократ, понимаешь, и Калинку он плясал, и все, тут народ был на большом подъеме. Остров тогда Беларусь была остров. Значит, она подняла карточки, и у этих же людей посмотрела, значит, 3 что-то процента там осложнения после аборта. Она пропахала их медицинские карточки, видит немедленные, существенные осложнения, не 3, а что-то там, ну, наизусть не скажу, значит, ну, где-то порядка, значит, там что-то 13%. Уже в несколько раз больше. Тогда она пошла и выбор, это у всех, вот пару тысяч взяла, всех прошерстила. То есть
полная ложь, да, формально аборт, значит, там, я не знаю, какие были тогда, может, не было таких унифицированных, как сейчас уже это и не отразишь особо, да, значит, реально в несколько раз больше. Тогда она пошла, подняла там выборочно нескольких десятков вообще, весь их последующий анамнез. Больше половины осложнения тяжелых после аборта. Как не быть осложнений? Именно роды. После родов главное осложнение какое? Будет у нас на Беларуси еще один человек. А раз родится у родителей нормально, значит хороший шанс, что он не будет за бочебесню, что он не будет за этих всех, может даже и за гроши его не купишь. Вот это будет самое опасное для них, для ЮНИЦЕФа. Не для женщины, которая рожает детей. Женщины рожают детей по-всякому. Все с ними будет отлично, когда они детей рожают. Вот когда лезут там, ковырятся в матке, или говорят, что медикаментозный аборт, он безопасный. Ну как безопасный? Ни хрена он не безопасный. Значит, я вот отслеживаю, я переписывался с ними много лет. Слава Богу, последних пару лет как-то, ну, особенно с 2020 года как-то уже легче дышать. Вот это почтенное собрание собралось, да, так я переписывался в одиночку. Я могу проследить. Значит, они говорили из абортов сначала 17%, 19%, 20%. Последних уже, что они писали несколько лет, 28% это начавшиеся выкидыши. Самопроизвольные. А от чего они начались? Куда столько самопроизвольных выкидышей? Что ж вы не делаете что-то? Вообще сыпется женщина. Тревогу надо бить. 28% абортов самопроизвольных. Это медицинские аборты. То, что называется по-английски непереводимое местное слово. Botched abortion. Типа сорвалось, не пошло, как хотели, совсем хорошо. Это botched abortion. Это страшное, там, страшно сложнее. Потому что те, у кого в руках пряник, очень большой пряник. У них пряник, а у нас нет этого пряника. И они с сладкими словами все, что угодно могут. Вот у меня тут есть, кто будет интересоваться специфически, было одного из военных наших чудесная, значит, статья несколько лет назад. Он писал, что чиновники могут под благим видом патриотических начинаний, так сказать, у них не хватает идеологической ответственности и знаний вообще, чтобы разбирать такие вещи. Разберите, товарищи, возьмите себя, что такое МКБ-11 и как рода это самое опасное, пусть у каждого будет, пусть знает, о чем идет речь. Да? Вот, значит, мы ознакомились, что такое МКБ, то есть, повторю вкратце, попрание всех принципов традиционной медицины, точной медицины, которую учили у нас в Советском Союзе врачей, хороших врачей, да, лечат болезни больного для среднестатистических показателей. Это очень удобно. В 2000 каком-то там 8 году, когда там этот документ подписан, отмечали, что очень это самое, сопротивляются врачи традиционной школы. Но ничего, мы их потихоньку, значит, преодолеваем. На сегодняшний момент уже преодолели, потому что уже новое поколение медиков взращены глобальными фондами. Теперь вы знаете, почему у нас называется медицинский университет? Вот я учился в институте, а он стал университетом. Почему университет? Вы знаете? Почему университет? Изучается якобы не только медицина, якобы изучаются гуманитарные специальности. А на самом деле ничего там не изучается гуманитарно. Предполагалось, да, это были требования целостного патриотического сообщества в свое время, еще 20 лет назад, да, еще до нынешних, до пролайф-активистов, которые, так сказать, последние десятилетия мы знаем. Были до этого еще люди, которые сейчас уже пожилые, да, ввели типа там диантология, медицинская этика, то все, оно все на тормоза. Диантология простая, зарабатывай бабки. Распространять гормональную контрацепцию, вербуют студентов вуза распространять гормональную контрацепцию, так? Вот. И, значит, вот этим заняты, а название осталось университета, оно не более видно, да? Вот. Ну, например, скажем, Смоленская медицинская академия, скажем, так сказать, похвалу тоже, братской России, хотя Смоленск это, собственно, белорусские земли, но в Гренвальдской битве пока элемента была. Сейчас белорусские земли. Одним словом, значит, там медицинская академия, и там есть кафедры гуманитарные, вот эти кафедры проводили 2 раза конференцию «Сохрани жизнь», где конкретно, так сказать, все ценностные, значит, моменты там обсуждались, сборники были изданы этих конференций, вот я туда ездил на видео этих конференций, я живу возле Оши, там, сел на дизель и поехал вообще в соседний город, да? Вот.
А у нас еще куда представить себе нельзя. А там, я помню, среди, кстати, одной из работ проводилась опрос именно среди студенток. Медичек, да, в женском роде. Так, с медиками мы уже тут что-то срифмовали сегодня. Значит, половина мечтает выехать из страны. И из этой половины половина говорят, что, ну, если придется работать в проституции за границей, будет работать в проституции за границей. В каком медвуде я не скажу. В одном из наших тут белорусских медвудов. Вот такой опрос. Теперь, как за ним, ну, понятно, половина не свалит на межу, а кому не там нужны. Свалит лучшая половина, которые не отвечают на этом опросе, что они хотят свалить. Верно. Кто думает свалить? Не будет об этом говорить, это тоже выражение полного когнитивного диссонанса, да? Как бы человек что-то, что, в общем-то, оценивается обществом как паскудство, если реально собирает делать, а он человек нормальный, устойчивый, успешный, он не будет про это кричать. И наоборот. То есть вот на таких, значит, ценностях, так сказать, взращивают, а называется университет. Теперь, значит, МКБ-11 надо самым серьезным образом, нам необходимо противостоять этому делу. Ну, контакты мы имеются, собственно, есть много начинаний, как вот отметил товарищ, есть такая есть рабочая группа, есть, значит, понимание особое, значит, в настоящий момент, собственно, во главе власти, ну, что нам ясно, так ясно же и людям, которые непосредственно отвечают за нашу безопасность, внешнюю и внутреннюю, да, что, собственно, отрыв от традиционных ценностей, тотальная деструкция, это, в общем-то, путь к уничтожению белорусского государства, да. Ну вот дернулись, как бы, когда процесс этот еще не зашел далеко, потому что там дески, которые праздники дают, они потребовали на гора, потребовали цветной революции в 2020 году, ну обломалось, как водится, горе побежденных, слава богу, сейчас мы ценностное патриотическое общество, вот на легальных основаниях можем белорусские флаги, значит, посреди бела дня поднимать и флаги победы, приглашаю всех приходить в воскресенье, значит, известно где и когда, так, вот это делать. Да. Так, це спектрами того вруча с 11 до часу. Первоначально народная инициатива была выходить туда рано утром на рассвете, когда бойцы ОМОНа выезжали в город наводить порядок. И, как говорилось в детских частушках, свет, конечно, починили, вот, ну и сейчас оно перенесено на 11 часов, чтобы люди могли на службу утреннюю сходить и чтобы было все как надо. Вот, значит, с МКБ-11 самым решительным образом надо подняться против этого. Надо помнить, что это не то, что МКБ-11 такой страшный там что. МКБ это страшно, сотрудничество с зарубежными фондами это что-то страшное. Я раздал выступление вот, нашего главы государства, которое он 9 мая выступал перед толпами народа, которые действительно запрудили весь проспект от площади Победы через Костричницкую, там, до площади Дома правительства, и, то есть реально, причем там организованных было, ну, вот, пару сот человек там было, там, с пионерской организацией, тех, кто плакаты несли от районов и все. То есть реально народная инициатива, вот, ну, как бы атмосфера была такая праздничная, как в советских первомайских демонстрациях, но и более была такая серьезная и суровая. Ну, потому что над Советским Союзом потешались, вот и нету его, да, так сказать. Но мы остров наш, слава Богу, отстояли, слава Богу, вроде братская Россия начала с трудом разворачиваться, как танки Первой мировой войны, там, да, которые вообще очень-очень медленно, там, сзади колесико, там, это, но разворачиваются, слава Богу, ко всему хорошему. И президент сказал там чудесные слова, да, что тот же драндвахостом, те же крестовые походы, грабеж, походы до территории и ресурсы продолжается. Только на смену крестовым походам пришла экспансия зарубежных фондов, те самые пряники, да, ту же агрессию наблюдаем теперь под лозунгами сохранения прав человека и некоего устойчивого развития. Если вы обратили внимание, дорогие товарищи, значит, очень у нас по БТ, там, по всем этим выступлениям президента, колоссальный отклик во всем мире. Действительно колоссальный отклик во всем мире. Вообще событий в мире. Мы не все как бы видим. Вы должны понимать, что демократия на власть. В том мире, в западном, там настоящий фашизм. Вот. И мы не видим мнения всех здравомыслящих людей, там, которые как бы они нормальны. Но я вам, по крайней мере,
скажу за моих единоверцев, да, реальной массы, как бы вот, евреев, значит, религиозных, ортодоксальных, в Израиле, в других странах тоже не пишут. Конкретно сейчас держат кулаки за российскую армию. Ну, потому что, как бы, все знают, что российская армия несла моим единоверцам, и что, так сказать, им несли те, кто там, на Западе. Вот. Так, надо понимать, что действительно отклик колоссальный. Но ни одно наше друкование СМИ не напечатало речь нашего президента. И только одно электронное средство, наш портал, есть такое вот, они полный текст речи президента напечатали. Где сказано то, что сказано. А теперь, что написано пером, не вырубишь топором. И даже если бросятся вот эти все товарищи под влиянием пряников, и заставят этот портал убрать, но уже в веб-архиве сохранено. Это же вообще топором. И мы должны понимать, что вот тут оно противостояние. Это противостояние. Любая болботня про наши традиционные ценности, укрепление семейных ценностей, без противостояния это все пшик. Почему? Потому что Васька кушает да ест, а повод докладывает, что проведена работа с Васьком. Так? Вот сейчас у нас тут, значит, идет техник перемоги, чудесно. А у нас совсем пару лет назад, вообще он идет с востока на запад. Ну, соответственно, как перемога, она всегда с востока на запад, да? Вот. Помним, как на запад шли по Украине. Строки советских поэтов, они вот у нас сейчас оживают, да, просто реально. Так, и реальные герои мы видим всех национальностей Советского Союза, особенно вот из мусульманской нации люди действительно понимают, что отстаивают наши традиционные ценности против шайтанизма, как говорит Рамадан Ахмадович. Так. Ну, мне как-то, я арабский язык знаю, поэтому мне вот в турецком искажении она нет. Вот я говорю просто Рамадан Ахмадович. Одним словом, значит, мы видим, что необходимо противостояние. Без него ничего не будет. Ничего не будет. Потому что Черник Аан приехал к нам с Запада всего пару лет назад. Кто-то хочет вникнуть в то, что вот наш военный писал, что чиновники не вполне разбираются. Это он как раз в те дни писал, когда тут Черник Аан шуровал. Они с гендерным равенством, тоже вот такой Черник, начал с Брестской области, объехал всю страну. Идеологические отделы исполкомов собирали людей, ну, в этот самый поезд Победы, надо там что-то, только группами, не так просто попасть. А тут собирали, высаживался десант, в обязательном порядке приводили людей в РСМ, в Белой Руси, сидеть и слушать проповеди представителей этих самых фондов. Это просто обычные белорусские люди, которые зарплату у них получают. И непосредственно те, кто в министерствах работают. И все это обслуживали идеологические отделы исполкомов, слушают про гендерное равенство, всякое другое. Самое почтение белорусских чиновников, что у нас два гендера, это значит мужской и женский. Просто мы употребляем ученое слово. Хорошо это или плохо, еще раз повторяю, любой закон, что дышло. Если они так говорят, хорошо, что они так говорят. Не надо бросаться на слова, не надо бросаться там на эти алюминиевую фольгу, которую разбрасывают, чтобы вводить ПВО в заблуждение. Надо вести огонь по самолетам, не по алюминиевой фольге. Значит, закон в запрете извращения и все. И пусть дальше продолжают говорить гендер. Или не говорить. Но главное, что надо вот как бы, что, уже гендер, изымем слово гендер. Ну уже ввели его, что делать? Так? Послушайте, в России слово гендер очень мало употребляется. Чудесно! Сейчас будем унифицировать во всем хорошем, а в плохом не будем ни хрена. Ни землю раздербанивать, ни госсобственность разворовывать. Это не будем. А все, что хорошее, будем принимать.